Как проходит чемпионат, который, к слову, посетили уже более 5000 болельщиков. То, что происходило на лыжне, и то, что осталось за кадром, в репортаже Виктории Палкиной. Вот уже неделю не зарастает народная тропа к республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной. Десятки машин, сотни болельщиков и так каждый соревновательный день. Для удобства запустили даже бесплатные автобусы. На трибунах вся республика, от Прилузии до Воркуты. Кто-то специально взял отпуск, кто-то за свой счет. Пропустить такое просто не могли, признаются болельщики. Болеем, переживаем, кричим. В общем, за всех болеем. Очень интересно именно вот на самих соревнованиях побывать. По телевизору, конечно, больше видно, но атмосфера эта вся, спорта, дух вот этот боевой заряжает. Поэтому с радостью приехали. Чемпионат России в каждом уголке республиканского лыжного комплекса. Стойка ресепшена, кафе, столовая. Переживают за спортсменов и на трассах, и в помещениях. Возвращение главного национального старта сезона на нашу площадку ждали 4 года. В 2018-м, также после Олимпиады, все сильнейшие лыжники приехали к нам. И вот история повторилась. Одно дело же, когда вот люди смотрят соревнования по телевизору, да, болеют, там переживают, согласен. Но когда люди приезжают и видят этих же лиц, олимпийских чемпионов, там, призеров вживую, то есть всегда все равно эмоции, они выходят наружу, как бы, и я думаю, что посмотреть, полюбоваться, это, думаю, что наоборот даже лучше, особенно для региона это вообще супер. Подготовка к чемпионату началась еще в январе. На стадионе обновили технику, развесили новые баннеры, номера гостиницы активно бронировали. А повара комплекса задумались над меню. Так появился необычный салат. Правда, на салаты спортсмены не налегают. Овощи и мясо – вот их рацион. За неделю съели больше 150 килограммов огурцов. В ход идут орехи, ягоды, сухофрукты. А еще лыжники оказались любителями сгущенки. Ее ушло почти 50 килограммов. Хороший аппетит, хорошие результаты. В копилке сборной Коми уже 6 наград. В эстафете наши взяли долгожданное золото. Вот что значит командная работа и громкие трибуны. Поддержка, да, невероятная просто. Очень помогает нам, и нам с ними приятно, всей команде республики. То, что столько людей пришло нас поддержать, и мы вот стараемся их на протяжении всех гонок, чтобы радовать. После финиша спортсменам не до отдыха. Фотосессии, общение с болельщиками – это тоже работа. Это тоже надо делать, несмотря на усталость после гонки. Любимица сыктывдинских трибун Наталья Непряева. Для каждого найдет время, каждому подарит свою фирменную улыбку. Правда, и Непряева, и болельщики признались, что очень не хватало зажигательных танцев Юлии Ступак на торжественных церемониях награждения. Я тоже скучаю без Юли, но я очень хочу, чтобы она сейчас залечила все свои, как говорится, болячки и уже начала сезон нормально тренироваться, как положено, чтобы не отвлекаться на то, что даже в прошлом году ей мешало. Я тоже очень скучаю по Ступак, и я очень рада той новости, что она будет со мной тренироваться в следующем году. Я безумно рада, потому что я ее просто обожаю. Король лыж, рекордсмен по медалям последней Олимпиады Александр Большунов приехал в Коми с солидной группой поддержки. На трассах Сан Саныча всегда поддерживал отец, на финише встречала супруга. Сейчас уже не так переживаешь, потому что все, что было, серьезные гонки, я уже отпереживалась, и мне уже как-то я выдыхаю. Спокойно смотрю и радуюсь. И я вижу, что он просто наслаждается этими гонками. Уже нет каких-то там прям целей, суперцелей. На финише чемпионата России для одних работа заканчивается, для других только начинается. Комплексная научная группа внимательно следит за состоянием наших лыжников. Уже не один сезон ученые Института физиологии КНЦ и сборная Коми сотрудничают. Видите, на стартах ведь не очень много. У них же, им же бежать нужно. Поэтому у них главная задача у наших спортсменов. Но что-то мы можем получить. И поэтому вот мы комбинируем работу на стартах и работу, когда спортсмены приходят к нам в институт, и мы проводим обследование там уже на месте. В общем, мы восстанавливаем то, что было до коронавирусной инфекции. Потому что это был факт непреодолимой силы. Мы ведь ничего не могли сделать. То есть только бороться с этой инфекцией. Но она кончилась, жизнь продолжается. Поэтому мы продолжаем. У нас новые планы. А вот лыжники о своих планах пока говорят негромко. За этот сезон им уже поставили 5 с плюсом. Что дальше, пока непонятно. Но очень хочется верить, что хорошая добрая конкуренция в национальной сборной поможет нашим спортсменам подтвердить
подтверждать свой высокий международный уровень. Но пока об этом с журналистами они не общаются. Сейчас у них праздник, большой праздник спорта – чемпионат России по лыжным гонкам.